вот этот родной наш стадион, где начиналась наша карьера. Сейчас он изменился. Это назывался стадион имени Михаила Васильевича Фрунзе. Сейчас стадион Маркази, Варзишгов и Маркази, где мы начинали свою карьеру. Ну, конечно, есть частичка ностальгии. Почему? Потому что на этом стадионе мы провели очень много прекрасных матчей, где мы радовали наших болельщиков. Собирался полный стадион. И было очень много игр, которые мы выигрывали и приносили радость большой армии болельщиков таджикского футбола. Поэтому всегда, когда я прихожу на этот стадион, конечно, становится немножко грустно. Почему? Потому что ушло время, уже это время не вернуть, когда мы здесь играли, радовались. Ну что делать, время течет, все меняется. شهر دوشنبه نیمه‌های اولی سال‌های 60 عصر 20. Ну, я родился в 1966 году в городе Душанбе. Тогда мои родители жили на улице Шевченко. Это в народе называли «Ослиные уши». 21 октября я родился, и потом, когда уже я делал первые шаги, я уже грезил футболом. Ну, я имею в виду, когда было уже 2-3 года. Уже родители говорили, что без мяча спать не мог. پدر محسن مسلم محمدیوف یکی از مخلصان اشدی بازی فوتبال بود و در یکی از دسته‌های محلی بازی میکرد. سبب به این بازی زیبا محبت پیدا کردن محسن محض پدرش میباشد. Мой покойный отец, он в свое время играл в футбол. Такая команда была «Адмиралтейс Ленинград». В то время служили, как многие знают, не 2 года, а 3 года. 1 год он отслужил, а 2 года уже играл в футбол. Поэтому, может быть, по генам это передалось, что я был с детства фанат футбола. پس از چند سال خانواده آنها به کوچه‌ای به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه می‌کوچند. محسن در برابر آغاز تحصیل در مکتب میانه در محله همراه با نورسان از خود بزرگتر فوتبال بازی می‌کرد. В свое время мой отец работал администратором в команде «Нефтяник Ленинский район». Тогда была команда, которая играла в классе «Б». Это было типа второй лиги. Он был администратором, и у нас дома было все время очень много мячей футбольных. И всегда вечером, когда я выходил с мячом, а тогда мне было совсем 5-6 лет, и из-за того, что мяч был мой, меня всегда привлекали в игру. Потому что если меня не привлекали, я забирал мяч и уходил домой. مسلم محمدیوف همچون دوستدار فوتبال با ولادیمیر غلام حیدروف یک نوع رشته دوستی داشت. سال 1981 ولادیمیر غلام حیدروف به حیث سرمربی در دسته پامیر دوشنبه فعالیت میکرد. Только я его знаю как фанатика футбола, который очень любил футбол, не пропускал игры и из сына хотел сделать хорошего футболиста. Поэтому просил, да, Муслим, отец. Нас было двое. Я и вот моя сестренка, которая на 3 года младше меня. Ее зовут Мавлюда. Ну, моя мама тоже, к сожалению, очень рано умерла. Ей было 42 года.
Поэтому, в принципе, это в 82 году моя мама умерла, а в 84-м умер отец. То есть 17 лет мы буквально остались одни. Мама работала у меня в Совет Министров старшим референтом. Через 2 года от инфаркта умер отец. Ну, слава Богу, помогали и родственники, и родные. Первый тренер был мой Салимджон Султанов, у которого я делал первые шаги. Но, к большому сожалению, через 1 год Салимджон Султанович уехал в высшую школу тренеров, и после этого нас стал тренировать Ли Сергей Борисович. баъди он ки Ли Сергей Борисович бо сабабҳои оилавӣ ба кори дигар рафт, муҳсин муддате бо мураббии дигар Кукушкин машқи футбол мекард. муҳсин муҳаммадиёв дар идомаи таҳсилоти мактабии худ 2 соли охири таҳсили хешро дар мактаб-интернати варзишӣ гузаронидааст. дар мактаб-интернат ӯро ба ҳайси мураббӣ Юрий Дмитриевич Федосов машқи футбол медод. 2 года, можно сказать, я занимался у него и впитывал все то, что он объяснял, говорил. А он очень много дал, особенно в этот самый сложный период, переход с детского, юношеского футбола во взрослый. дар баробари таҳсил дар мактаб-интернати варзишӣ муҳсин дар дастаи дуюми Помир тамрин мекард. бо дархости падар Владимир Ғуломҳайдаров муҳсинро таҳти назорати худ гирифт. Мухаммадиева, который 16 лет взял в команду с отцом. Мы так дружили, и он возьми. Я говорю, я так не беру, футбол по блату не играют. Я говорю, я посмотрю. Поехал на игру, когда он играл. 3-4 матча я посмотрел, смотрю, парень толковый. И я его взял. Еще один был Ильшат Халиуллин, который вместе со мной учился в спортинтернате. Нас двоих привлекли на сборы. И нам было, конечно, очень интересно. Мы были такие важные, что нас взяли в Памир. И вот 2 недели, когда мы потренировались, нам сказали, хорошо, вы очень перспективные ребята, мы за вами будем наблюдать. И мы обратно вернулись в интернат. После этого поступили, уже когда окончили интернат, поступили в Институт физической культуры, где начали играть за спортивный клуб Института физической культуры. А тогда СКИФ-1 и СКИФ-2 были очень сильные команды. И мы, играя за СКИФ-2, попали в финал Кубка города. По ходу этого турнира мы даже обыграли СКИФ-1. нахустин вохӯрии Азим Якубов бо муҳсин Муҳаммадиёв дар майдони футбол сурат гирифтааст. соли 1981 дар яке аз мусобиқаҳо муҳсин ва Азим лақиби ҳамдигар буданд. Азим Якубов дар ҳайати дастаи донишгоҳи политехникии Тоҷикистон ҳамчун ҳимоятгар бозӣ мекард. муҳсин Муҳаммадиёв бо ҳаракатҳои чолоконаи худ бо тӯб тарафи дарвозаи онҳо мерафт. Азим дарк кард ки дар мубориза бо ӯ шикаст хоҳад хӯрд. ба ҷуз зарба задан ба пои ӯ илоҷи дигари дарвозаи дастаи худро аз гол эмин доштанро надошт. Такие матчи, как физкультурный институт, это было дерби, да, своеобразное. Меня приглашали, и я защищал честь института. И вот с Мухсином мы впервые встретились в учебе на их стадионе. Была очень такая серьезная, ответственная игра. Он нам, конечно, кровь попил очень сильно. Ему было 16 лет, он уже был таким зрелым футболистом, можно сказать, для своего возраста. Техничный. Ну, он был младше меня, и на поле, конечно, были там некоторые стычки, такие чисто футбольные. Ну, за пределами поля это не переходило. На футбольном поле, да, была жесткая борьба,
Я как защитник играл жестко, ему это тоже, конечно, может, не нравилось. Были какие-то там моменты, но наши отношения от этого не испортились. Мы с ним вот уже много лет дружим. Потом это все вспоминали с улыбкой. Придумали первую лигу Советского Союза. Тогда до 70-го года это был класс А и был класс Б. 2 ноябрь соли 2021 варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. Вот на этом месте, где сейчас находится теннисный корт, вот здесь была баскетбольная площадка, причем деревянная, где мы начинали тренироваться. Особенно, когда была плохая погода, наше участие, наши тренировки происходили вот здесь. Впоследствии ее, конечно, убрали, но было очень интересно, деревянная площадка, где мы все занимались. Вот на этом месте, где сейчас находится борцовский зал, впоследствии было песчаное поле. Вот отсюда до вон того здания, где находится сейчас фитнес-клуб. ибтидои солҳои 80-уми асри 20 дар дастаи Помир ҷойивазкунии кадрӣ ҷараён дошт. бо омадани Юрий Сёмин ба ҳайси сармураббӣ, Владимир Ғуломҳайдаров соли 1984 ба дастаи Вахши Қурғонтепа, ҳоло шаҳри Бухтар, ба ҳайси сармураббӣ рафт. Он, во-первых, и человек хороший, как человек хороший. Ну и футболист, конечно, талантливый, что говорить. 2 года, и через 2 года его Памир забрал. Ну и в Памире он играл прилично. Во второй лиге я забил, по-моему, 5 голов. Ну тогда для молодого это было очень серьезное достижение. Почему? Потому что очень много было опытных игроков и очень жесткая, жесточайшая борьба была. И молодым тогда выжить было очень сложно. Очень многие получали травмы, потому что судейство было, особенно на выезде, очень многие судьи закрывали глаза на различные нарушения. Если взять нынешнее время, то сейчас очень строже стали судить. соли 1986 то ҷанбасти мавсим дар лигаи якуми футболи иттиҳоди шӯравӣ 5 даври дигар боқӣ монда буд. Помир имкони хуб дошт ки дар ин сол ба лигаи олии футболи иттиҳоди шӯравӣ барояд. Помир дар майдони худ дастаи ЦСКАи шаҳри Москваро қабул мекард. ЦСКА все время были такие напряженные игры, что Памир всегда обыгрывал, очень часто. И тут такой момент был, здесь наше руководство сделало такой серьезный шаг. 7 человек были военнослужащие, военнообязанные. И вот их должны были забрать в армию. И договорились здесь, и 7 человек служило здесь. Можно сказать, это было вообще невероятно, что, несмотря на Москву, 7 человекам здесь сделали прохождение службы армии именно на территории Таджикистана. Это в то время был Рахимов, Воловоденко, Шерембеков, Манаников, Батуренко и Бадулаев. И ЦСКА узнали об этом. И как раз игра была с ЦСКА, одна из решающих. И они сказали, если вы нас обыграете, мы 7 отправим. Служите очень далеко. Памир обыграл 1-0. И рано утром всех 7, 3 отправили на Байконур, 4 отправили в Туркменистан, на границу с Афганистаном. И после этого, так как была проблема с недобором футболистов, и меня взяли из Курган-Тюбе в Памир. На расидани футболбозон сабаб гардид ки Помир натавонист дар бозиҳои сафарии худ хол ба даст оварад. ба ҳамин тариқ аз роҳат гирифтан ба лигаи олии иттиҳоди шӯравӣ бенасиб монд. Вот мы сейчас идем по этой аллейке, где с правой стороны когда-то был 2 ноябри соли 2021 варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. муҳсин Муҳаммадиев аз рӯзгори ҷавонии хеш қиссакунон
моро ба майдони эҳтиётии варзишгоҳ бурд ки одатан замони наврасияш дар он ҷо футбол бозӣ мекард. Вот это наше поле, где мы начинали заниматься футболом. На сегодняшний день здесь искусственное поле, а тогда здесь был мелкий песок. дар майдон шогирдони мактаби Шариф Назаров тамрин мекарданд. дар як гӯша мураббии шоистаи иттиҳоди шӯравӣ Шариф Назаров бо чанде аз шогирдон машғулият мегузаронид. баробари аз дур дидани ҳамдигар, мураббию шогирд ба истиқболи ҳамдигар шитофтанд. Привет, привет. Как дела? Ничего, Всё нормально. Как ты? Давно приехал? Не, недавно. Как Да ты что? Да, это На игре был ты? Да. Олимпийцы был играли. вот Да? прям перед игрой. А, Днем перелетел. все, молодец. Как С приездом тебе. Спасибо. Дома как? Все ничего, нормально, нормально, все да, хорошо? Ну, слава богу, держимся. Вот видишь, маски Правильно, одеваем, правильно, я да? только это снял маску, у меня это, Просто она порвалась. уже по возрасту, как говорится, не знаешь, уже думаешь, как. Фрога как? Нормально всё? У У вас как? Ну ничего, тоже, да, это. Когда он пришел, невысокого роста, плотненький, молодой, щупленький, кажется, молодой спортсмен, футболист. Уже тогда было видно, что этот футболист с характером, со своим видением на футбол, что он понимает футбол по-своему. Буквально за 2-3 сезона он стал одним из ведущих футболистов команды «Памир». соли 1986 юрий Сёмин ба дастаи локомотиви шаҳри Москав рафт. Шариф Назаров ки ҳамчун маъмури даста фаъолият мекард, сармураббии дастаи Помир интихоб гардид. Очень цепкий такой, стойкий на ногах был. Очень было тяжело у него отобрать мяч. Хорошо владел дриблингом. Так тяжело было у него мяч отобрать. И сбить его, когда он попадал в стыки и мог упасть, он долго не лежал. Не валялся, как говорится, на футбольном поле долго. Он быстро старался вставать и продолжать опять борьбу. Двигаться на футбольном поле. Очень много движений у него. И такие движения, которые для защитников, иногда защитники врасплох попадались на его дриблинги. Очень хорошо владел ударом с обоих ног, и с правой, и с левой ноги. муҳсин муҳаммадиёв дар ҳайати дастаи Помир нахустин бозӣ ва нахустин голи худро дар бозиҳои сафарӣ ба самар расонидааст. Свой первый матч за основной состав футбольного клуба «Памир Душанбе» я провел на выезде. Мы играли в манеже ЦСКА. Мы ту игру проиграли. Я вышел на замену. Ну, довольно неплохо вышел. Почему? Потому что я дал голевую передачу и забил гол Вазген Манасян. А здесь я дебютировал за дубль чуть раньше, годом раньше, в 1984 году. И мы играли опять же с московским «Локомотивом». Мне удалось забить один гол, и со счетом 1-0 закончилась игра. нимаҳои дуюми солҳои 80-уми асри 20 дастаи Помир боз ҳам устувортар гардид ва муҳсин муҳаммадиёв аз нафароне буд ки дар муваффақиятҳои даста саҳми калон дошт. аз ҷиҳати бозӣ, аз ҷиҳати рақобат, аз ҷиҳати шумораи зиёдтари голҳо даста назар ба соли 85 хубтар баромад кард ва солҳои минбаъда низ аллакай бозии дастаи Помирро бидуни муҳсин муҳаммадиев мо тасаввур карда наметонистем. дар навбати аввал банда ҳамчун дар навбати аввал ҳамчун мухлис, ҳамчун нафаре ки дар варзишгоҳ ҳузур медоштем, аз ин мавсим ба мавсими дигар муҳсин маҳораташ болотар мешуд. Всю жизнь мечтал играть в Памире. Когда я попал, мне уже было, можно сказать, все равно, кто там, что играет. Я не боялся конкуренции. И главное было, хоть меня поставить на 5 минут, на 3 минуты, на 10 минут, разницы не было. Я готов был играть
даже на замене сидеть. И то это было для меня счастье. Очень сильно было чувство, развито чувство, футбольное чувство такое-то, игра с партнером. Он подстраивался под владеющих мячом, под игроков, с которыми он рядом находился и играл на футбольном поле. С такими игроками, как Манасян, как Рашид Рахимов, Сашко Азимов. Но это были вообще уникальные, звездная команда была того времени. Москвич Валерий Бутенко назначил 11-метровые и в те, и в другие ворота. Удар футболиста Памира Мухамадиева был точен. Памир вышел вперед. Здесь дождь. یکم فوریه سال 2023 ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه وزیر منسیان برای دیداربینی با دوستان دوران جوانیش به شهر دوشنبه آمده است. در این روز چند مدت شاهد صحبت او و محسن محمدیف گردیدیم. Погода, видишь, какая сява. Ну, лучше, чем мороз. Не, ну а так мы сейчас как грибы с тобой вырастем, больше станет. Вот мой протеже. Я должен заслуженного тренера получить. Наставник, да. Ну, неплохой наставник, если такого вырастил игрока. Так что вот. Кстати, сейчас в Инстаграме там мне прислали какой-то подбил лучший за все время сборная. Только одного там человека не хватило, неправильно немножко. Черевченко не было. Азим мне прислал сейчас. Да, вот список, сейчас я вам прочитаю даже. Душанбе. Согласно списку какого-то ФС, состав выглядит следующим образом. Вратарь Валерий Сарович, Хаким Фузайлов, Рашид Рахимов, Леонид Кириленко, Алексей Чередник, Александр Азимов, Олег Шерембеков, Владимир Гуранхадаров, Эдгар Гэс, Мухсин Мухамадиев и Валерий Турсунов. Ты есть, Валера есть, это уже. Нету вот Черевченко, главное, неправильно. А так, ну, может, Манан и Сарычев. Ну, первый раз я встретился, наверное, уже, можно сказать, в команде. А когда уже мы в команде встретились, он рассказал некоторые моменты даже моей жизни. Потому что после игры он, говорит, шел, смотрел, когда вы выходили после игры, шел за вами и смотрел, куда вы пошли, как вы пошли, с кем пошли. А также подавал мне мячи. Не мне, а я имею в виду команде Памир, подавал мячи. И когда уже мы стали вместе играть, то у нас Шаин Назарович как бы негласно закрепил, кто за кем будет смотреть, кто шефство на кем возьмет. Ну вот мне Шаин Назарович получил шефство над Мухсимом. Ну, вроде бы получилось. باشی تو بالا نامی تو دارم حکمی فلک ها باید شنامم باشی تو بالا از روحی رستم فاتحه پیر از رخشی رستم زور و توانگی پامیر 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 ماه نوامبر سال 1988 پامیر با شکست دادن دسته داوگاوی ریگا با حساب 2-0 دو دور پیش از جنبست ماسیم و لیگ عالی فوتبال اتحاد شوروی را خط گرفت. Конечно, народ в то время очень долго ждал этого момента.
И уже, можно сказать, мы готовы были к этому, потому что в 87 году, в 86 мы уже занимали 5-4 место, мы уже подбирались, очень близко были. И когда мы вышли, конечно, я думаю, что 2 недели народ праздновал. Нас везде приглашали, везде баранов, коров резали. То есть гуляли мы на полную катушку. И если Памир из Душанбе уже получал поздравления, то волгоградский «Ротор» эти поздравления получил сегодня. Обе команды вышли в высшую лигу. дар ҳамон мавсим баробари роҳат гирифтани помир ба лигаи олии футболи иттиҳоди шӯравӣ муҳсин муҳаммадиев баробари футболбози дастаи ротори шаҳри волгоград александр никитин бо задани 22 гол беҳтарин нишонзани лигаи якуми футболи иттиҳоди шӯравӣ гардид. аз он ҷумла яке аз ҳамлагарои ҳамвақтаи шинохта дар лигаи якум александр никитин ва рақобати онҳо то ахирон лаҳзаҳо давом кард ва ҳамин хел шуд ки ҳарду 22 голӣ заданд ва хуб шуд ба ақидаи банда ки ҳарду бозингар сазовори ҳам стреляющая бутса ном дошт. хуsusan рӯзномаи комсомолец таҷикистона муайян мекард нишон зад ҳамин ҷоизаро ҳамун рӯзномаи тоҷикистон месупорид ба холи беҳтарин нишонзани лигаи якуми иттиҳоди шӯравӣ. А вообще Памир выглядел чуть получше и создал больше голевых моментов. Вот один из них. Я могу вспомнить, когда мы играли с московским «Торпедо». Это единственная команда, которой мы не забили ни одного гола. Вот где вообще ничего не получалось. Просто не узнать нас было. Хотя вроде и поворотом били, и этот вратарь все время... Ну, что-то не хватало, чтобы мы... Как будто мы не свои были, не своей тарелки. Мы такими ни одного гола и не забили. Но когда уже я играл за московский «Спартак», все-таки мне удалось им забивать. А так вот в высшей лиге единственной команде, кому мы не забили, это «Торпедо». эрик яхимович дар гузашта дар дастаи динамои шаҳри минск бозӣ мекард. борҳо ҳамроҳи дастаашон ба шаҳри душанбе сафар кардааст. муҳсин муҳаммадиевро аз ҳамон давра ҳамчун бозингари боистеъдод хуб мешиносад. Футболист он был, это понятно, что он суперфутболист, супернападающий, который мог забить, нестандартно принять решение. Он шустрый в штрафной площадке. Ну, как человека, я знаю, очень положительный, очень такой открытый человек. Чемпионат СССР мы играли с Памир Душанбе и не раз приезжал. Непростые игры были, непростые. Мы, получалось, где-то в июле месяце приезжали, очень жарко. 1-0 повели, 2-1 проиграли, к сожалению. Я со штрафного гол забил, Мананников ставил. Великолепно выполнив штрафной. Очередной тур в воскресенье. Лидер принимал команду, находящуюся среди аутсайдеров. И игра еще раз подтвердила разницу в классе. «Спартак» действовал легко, почти не встречая сопротивления. Уже в первом тайме в воротах Памира побывало 4 мяча. Счет открыл Шмаров. дар соли аввали иштирок дар лигаи олии футболи иттиҳоди шӯравӣ помир ҳамчун дастаи камбаҳои чемпионат аз «Спартаки» шаҳри Москав бо ҳисоби бузурги 6-2 шикаст хӯрд. танҳо баъди 2 сол тирамоҳи соли 1991 помир қасди он бохтро дар шаҳри душанбе гирифт ва муҳсин муҳаммадиев дар ин бозӣ 2 гол ба самар расонид. Вроде бы не так часто душанбинцы угрожали воротам спартаковцев, но атаки строились на внезапности. Ну, «Спартак» Москва был уверен, что они нас выиграют. Нас это немножко разозлило. И то есть мы вышли с таким огромным настроем доказать, что мы не хуже. Но мы понимали, что, конечно, у них в каких-то компонентах мастерство может быть чуть повыше. Но так как мы играли дома, а дома тем более и наши болельщики, и, как говорится, и стены помогают. И вся команда вышла с таким сумасшедшим настроем. И как раз это вылилось, что в течение 40 минут мы уже вели 4-0. Это было вообще феноменально. Можно сказать, никто не ожидал. И весь народ, который пришли на стадион, они были просто в восторге. Увидеть 5 голов ворота «Спартака» московского, тем более там присутствовали еще итальянские специалисты, которые просматривали. Они были из города Наполи,
знаменитая команда Наполи, где играл Диего Марадона. И «Спартак» обыграл их по пенальти и прошел полуфинал, где впоследствии «Олимпику» они проиграли из Марселя. А мы обыграли «Спартак» 5-1. На серебряной награды «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от «Памира» 1-5. Даже самые смелые прогнозисты, очевидно, были шокированы таким результатом. Все было решено уже в первом тайме, когда «Памир» забил 4 мяча. Первый – Мухамадиев с 11-метрового. Затем стремительная атака «Памира» завершилась точным ударом Мухадова. Вроде бы не так часто душанбинцы угрожали воротам спартаковцев, но атаки строились на внезапности, и при инертности гостей такая игра принесла результат. Прекрасно исполнил штрафной все тот же Мухамадиев. با مهارت و تکنیک خوبی فوتبالی محسن محمدیف بسیاری از دسته‌های نامدار اتحاد شوروی با چشم خریداری می‌نگریستند. سال 1990 دسته آغازادار دیناموی کیف که اکثر بازیگرانش در منتخب فوتبال اتحاد شوروی بازی می‌کردند، خواستگار بستن شرطنامه با محسن بودند. Мы часто останавливались в гостинице «Москва». Сейчас это называется гостиница Four Seasons. А у нас был такой один специалист розыгрыша, это профис Андрей. И когда мы приезжали куда-нибудь, он всем звонил и такой подделывал голос и всех приглашал в разные команды по чужим голосам. А в этот момент мне звонит Сучков Анатолий Андреевич такой, он работал в «Динамо Киеве», и говорит: здравствуйте, я из «Динамо Киев», Сучков. Пожалуйста, спуститесь вниз, я вас жду. А я не поверил, и я ему нехорошие слова сказал, потому что я думал, что это мой одноклубник Андрей Профис. Но он потом перезвонил, говорит: извините, я такой-то, такой-то, еще раз спуститесь, пожалуйста. И я спустился, мы поднялись в номер, и он говорит: вот меня послал Валерий Васильевич Лобановский, я хочу от его имени, мы вас приглашаем в футбольный клуб «Динамо Киев». Конечно, для меня это было тогда просто шоком, как таджика из Таджикистана могут пригласить в такой великий клуб. И еще, помимо меня, еще приглашали в «Динамо Киев» Анатолия Воловоденко. И мы уже договорились. И наше руководство узнало об этом. И в оконцовке все-таки пришлось, к сожалению, не поехать. راهبری دسته پامیر با گزارش محسن به دسته دیناموی شهر کیف روزگی نداد. با نظر داشتی اون که دسته پامیر نیست در پیش خود وظیفه‌های خیلی بلند مونده بود برای موسم سال 1990. محسن خوشبختانه در دوشنبه باقی ماند و بازی‌ها مهارت خود را الکی در میان دسته لیگ اولی دوام داد. Ну, на то время предлагали 1 миллион рублей. Если посчитать, в то время 1 доллар был где-то 67 копеек, я не знаю. Сейчас надо калькулировать. Ну, в тот период это считались большие деньги. А вот в этой встрече Памир из Душанбе едва не огорчил киевских динамовцев и их поклонников. В самом начале встречи Мухамадиев не попадает в ворота, находясь метров 8-10 от ворот. با زحمت‌های زیادی دسته و خصوصا محسن محمدی دسته پامیر توانست که موقع خود را در لیگ اولی نگاه دارد. الکی از سال 1990 شروع کرده، الکی با بازی خودی دسته دیگر خواهد شد. من هیچ وقت گل‌های محسن را با دروازه دسته دینامو کیف فراموش نمی‌کنم. 2 گلی که زده بود حاضرم در پیش نظر من هست. گل‌های عجایب، یکتاش با سر زده بود، دیگرش با خیلی که حاضر مخلصان میگن نوجنیцами از به حد گل‌های زیبا زده بود. 1-0 в пользу динамовцев. И в этом матче счет стал ничейным, правда, уже в середине второго тайма. Гости провели отличную комбинацию, и тот же Мухамадиев вот головой переправил мяч в сетку ворот. Красивый гол, красивая комбинация. Конечно, здесь можно и порадоваться. Но есть голы, которые на самом деле запоминаются надолго. Я, например, помню, когда он забивал московскому «Спартаку» гол. Уникальный гол. Когда он убегал от защитников с таким уникальным своим дриблингом, закрывал на дальнюю ногу, прикрывал мячом
дальней ноги. И совершал этот дриблинг, обводку, потом наносил удар. Мухамадиев приблизился к штрафной и отменно пробил поворотом. В рядах «Спартака» легкая паника. دوازدهم فوریه سال 2023 شهر مسکو. واخری ما با محسن محمدیوف و والری تورسونوف در مهمانخانه منرخ صورت گرفت. تا به دسته پامیر پیوستن محسن، والری تورسونوف در این دسته تحت رقم 11 بازی میکرد. بعدا تا سال 1987 از کرسی احتیاطی تحت رقم دیگر وارد میدان میشد. Я Максим такой азартный, действительно, я как раз заканчивал, я говорю, поэтому он даже был 11 номер делал. Я закончил в 88-м, но где-то, наверное, в 86-м. Ну, потому что его не зря приглашали на сборы в Киевское «Динамо», это был тогда великий клуб, просто так куда не приглашают. Действительно, если «Спартаку», помните, он забил при счете 5-1. Очень злой был на поле. Не боялся. Например, кто-то может на тренировку это все получается у него, а выходить на игру где-то мандраж или там психология немножко. У него этого не было. Он мог забить и Киевскому «Динамо», и «Спартаку». Поэтому я считаю его великим игроком. Да. با برهم خوردن دولت اتحاد شوروی همه کشورهای سابق اتحاد چمپیونات داخلی خود را تشکیل کردند. در آغاز سالهای 90 چمپیونات اتحاد دولت‌های مستقل سازمان داده شد. Каждая республика должна была играть в своем чемпионате. Начали чемпионат республики, но в этот момент мы продолжали играть, уже сделали чемпионат СНГ, и мы вышли в полуфинал, кубок СНГ, можно сказать. И игра у нас должна была быть с ЦСКА Москва, где мы полетели, но, к сожалению, мы проиграли полуфинал. А в это время Юрий Павлович Семин тренировал московский «Локомотив». И он, увидев нас, пригласил нас в московский «Локомотив». Вот так, началом 92 года оказались мы четверо. Это Батуренко, я, Фузайлов и Паснов в московском «Локомотиве». سال 1992 محسن محمدیوف در هیئت لوکوموتیو شهر مسکو در 22 بازی اشتراک کرده به زدن 7 گل موفق شد. Много интересных голов. Кстати, я и «Спартаку» забил в составе «Локомотива» очень интересный гол со штрафного. Хотя мы ту игру проиграли, как раз это было в 92 году. Первым чемпионом стал «Спартак Москва», и после этой игры они стали чемпионами, где мы проиграли 4-1, и мне удалось распечатать ворота с московского «Спартака». Тогда «Спартак» до этого обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 4-2. Мухамадиев подсластил горькую пилюлю, забив гол престижа со штрафного. هرچند در این موسم لوکوموتیو شهر مسکو راحت بازی‌های جام اروپایی را به دست آورد، اما محسن در موسم سال 1993 به دسته ترابزونسپور ترکیه رفت. در چمپیونات ترکیه با موفقیت هنرنمایی کرد. Orhan'ın işte görüntüdeki futbolcu. Büyük Hakan, Serhat, Muhsin, dakika 90. Muhsin Muhammediyev'in golü ve Ankara Gücü Trabzon deplasmanında karşılaşmanın son dakikasında işte bu golle beraberliği yakalıyor. Dakika 90 Muhsin Muhammediyev'in golü ve karşılaşmanın skoru. محسن محمدیوف سال 1994 به هیئت سپارتاک شهر مسکو پیوست. در این موسم
дар ҳайати спартак чемпиони россия гардид. дар давоми 2 мавсим голҳои зиёдеро дар чемпионати россия ва лигаи чемпионҳои аврупо ба самар расонид. Самый запоминающий гол, когда я играл за «Спартак», это ворота киевского «Динамо», потому что это такой принципиальный. Вообще, когда играет «Спартак», «Динамо» Киев, это принципиальные игры. Мне удалось забить 1-0, и мы выиграли. И гол получился такой необычный, красивый. И почему он такой запоминающий? Потому что до этого, когда мы играли на выезде и проиграли 3-2, а это были игры Лиги Чемпионов, и в одном из голов, которые киевляне забили в наши ворота, была моя вина. Я там недалеко от штрафной площадки потерял мяч в безобидной ситуации. И киевляне забили, сравняли счет. И поэтому ответная игра была в Москве. Хорошо, что Олег Иванович Романцев меня поставил на эту игру, и мне удалось забить шикарный гол. По штрафную. Мухамадиев бьет и гол. Ну вот я говорил в первом тайме, вы знаете, были журналисты, которые удивились, увидев в составе Мухсина Мухамадиева. Еще раз смотрим. Надо сказать, что перед этим несколько очень опасных атак провел «Спартак». И здесь Мухамадиев в дальний угол. Шавковский был бессилен. С близкого расстояния бил. Причем выдержал паузу Мухамадиев. Вот если бы еще в начальной фазе мы с вами увидели, раньше мог пробить. Вот отсюда, смотрите. Вот здесь уже мяч был готов, когда он под удар, но он подыграл себе, чтобы уж точно, наверняка. Вы знаете, Мухамадиев напоминает мне Галимзяна Хусаинова. Рост такой же. дар давоми солҳои дигар муҳсин муҳаммадиёв дар дастаҳои локомотиви нижний новгород, торпедои москав, шиник, арсенали тула, чемпионати австралия ва дар чемпионати ӯзбекистон ҳунарнамоӣ кардааст. муҳсин муҳаммадиёв соли 1992 дар ҳайати мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон як бозӣ анҷом дода 2 гол ба самар расонидааст. соли 1996 бошад, муҳсин дар ҳайати мунтахаби Россия ҳам як бозӣ кардааст. Один всего матч. Здесь был матч со сборной Узбекистана, и мы сыграли 2-2 эту игру. 2 гола я забил в этом матче. Очень интересная игра была. Да, за сборную России я играл со сборной Фарерские острова тогда были. Мы сыграли 3-0, и один из мячей забил я. Но, к сожалению, решили, что одной игры и одного гола хватит для игры за сборную России. Вот, наконец, открылся Лебедь, Черышев. Ну, 3-0. Мухсин Мухамадиев, как всегда, после забитых мячей он исполняет зажигательные танцы. умуман дар чемпионати Россия оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ муҳсин муҳаммадиёв 173 бозӣ анҷом дода 52 гол ба самар расонидааст. ба ҷуз ин дар бозиҳои ҷоми Россия, ҷомҳои аврупоӣ иштирок карда муаллифи чандин голҳои зебо гардидааст. шумори голҳои муҳсин муҳаммадиёв дар чемпионатҳои Туркияву Ӯзбекистон хеле зиёд аст. муҳсин муҳаммадиёв соли 2002 фаъолияти варзишии худро ҳамчун футболбоз ҳангоми дар дастаи дивизиони дуюм Витязи Подольск буданаш ҷамъбаст карда муддате ҳамчун мураббӣ дар ҳамин даста кор мекунад. аз соли 2008 то соли 2013 директори варзишии дастаи Рубини шаҳри Қазон буд. дар ин муддат клуби футболи Рубин қаҳрамони Россия гардида ҷом ва суперҷоми Россияро ба даст меоварад. бо пешниҳоди Федератсияи футболи Тоҷикистон соли 2013 муҳсин сармураббии мунтахаби футболи Тоҷикистон мегардад. Ну, конечно, в качестве тренера я здесь в 2013 году принял сборную Таджикистана, провел 2 года. Ну, к большому сожалению, была задача выйти в отборочный чемпионат Азии, чемпионат мира. Ну, у нас была тогда, на тот момент, такая сложная подгруппа, где играла сборная Австралии, сборная Иордании. Было очень сложно. муҳсин муҳаммадиёв дар ҳайати истиқлоли шаҳри Душанбе ба ҳайси сармураббӣ 2 маротиба солҳои 2016 ва 2017
чемпиони Тоҷикистон мегардад. дастаи Истиқлол соли 2017 ба бозии ниҳоии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё роҳ меёбад. اینجا باز هم فارغ بالی دفاعگران این دسته استقلال برعلا مشاهده میشد که به این بازیگر امکان دادن که ضربه بزند. Где мы практически до финала шли без поражений, но, к сожалению, самый основной матч, финал, мы дома проиграли 1-0. До сих пор эта боль сидит, никак она не может уйти. Хотя та команда, конечно, она была готова и обязана, должна была выиграть. ҳоло муҳсин муҳаммадиёв байси ноиби президенти клуби футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе фаъолият дорад, аммо бо Дӯстон ва ҳамдастагони собиқи худ алоқаи доимӣ дорад. Дӯстон гоҳ дар шаҳри Душанбе, гоҳ дар шаҳри Москав сарҷамъ омада аз ҳар хусус суҳбатҳо мекунанд. Но за все эти годы я каждый раз, когда у меня было свободное время, я постоянно приезжал на родину, я постоянно общаюсь со всеми друзьями, со всеми близкими, родными, которые здесь остались. Меня все время тянет на родную землю, поэтому у меня очень плотная связь с Таджикистаном. Никогда я не забываю и с большой любовью отношусь. имрӯзҳо ҳамсар ва пайвандони муҳсин муҳаммадиёв дар шаҳри Москав кору зиндагӣ доранд. дар ҳаёти якҷоя бо ҳамсараш Моҳира соҳиби 3 фарзанд ҳастанд: Муслима, Маҳбуба ва Марьям. Моя семья, у меня супруга Мохира, она тоже родилась в Душанбе, она тоже имеет отношение к футболу. Почему? Потому что ее отец, бывший тренер Сергей Мусалимович, он был знаменитый тренер трудовых резервов, воспитал очень много футболистов, которые впоследствии играли и в основном составе Памира. Это такие, как Александр Азимов, Рашид Рахимов, Хаким Фузайлов. То есть это был такой детский тренер. И моя супруга, она, можно сказать, была из самой футбольной семьи, где она до сих пор хорошо разбирается в футболе, смотрит все матчи. 12 феврали соли 2023 шаҳри Москав, қасри варзишии Мегаспорт. мусобиқаи байналмилалии ҷоми легендаҳо. дар ин мусобиқа муҳсин муҳаммадиёв ҳамчун сармураббии дастаи легендаҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок карда мақоми дуюмро ба даст овард. Ребята молодцы, все равно я очень благодарен им, что они на такой хорошей ноте закончили турнир, мы заняли 2 место. Я думаю, что нам немножко не хватило. 14 феврали соли 2023 муҳсин муҳаммадиёв аз шаҳри Москав барои сафари навбатии корӣ ба кишвари Туркия тараддуд дошт. дар фаъолияти варзишии ман, мегӯяд муҳсин, орзуе ки амалӣ нашуд, иштирок кардан дар чемпионати ҷаҳон буд. аммо фаъолияти мураббигиям идома дорад. аз ин роҳ ҳоло паси ин ҷумла нуқта нахоҳам гузошт. Как правильно можно выразиться? Уже ничего не изменишь. Наверное, так и должно было быть. Где-то, конечно, можно было что-то подправить, что-то исправить, но я считаю, что, наверное, так и должно было быть. Моя карьера нормальная прошла. Конечно, где-то чуть-чуть я недоволен, мог, наверное, больше забить голов, но, к сожалению, не все наши желания совпадают с нашими возможностями. Ну, я думаю, что моя карьера еще продолжится, поэтому мы еще не будем делать скоропалительные выводы. Но как игрок, я думаю, хорошую жизнь я прожил, как футболист. Как тренер мы еще поставим запятую.